Нет, от Нуреева абсолютно ничего нет. Уже начал как-то свои постановки лучше на других. Очень доволен с костюмом. Я бы, наверное, даже не назвался номером, а балетом уже. Свита, мини-балет в 3 частях на музыку Сергея Рахманинова. Как бы посвящен Рахманову, потому что в этом году его 150-летний юбилей. Будет задействовано 6 пар. Там и премьеры труппы, и солисты, и карта-балет. Но у всех есть свои сольные куски, дуэты, трио. То есть вот у всех есть что-то танцевать, и массовые сольные вещи. Балет абстрактный, не сюжетный, но я все-таки хотел, чтобы здесь главный герой был сама музыка, и чтобы мы, как танцовщики, как хореографы, просто сделали это, ну, как бы оживляли вот эту музыку. Когда ставится бессюжетный балет, ну, для меня, по крайней мере, идет чистый ответ на музыку, то есть все абсолютно музыка идет, как я чувствую, как я слушаю музыку, так и ставлю. Вот. Конечно же, возникают потом какие-то отношения между артистами, то есть вот какие-то взгляды, какие-то, ну, естественно, если там вот идет адажио, все равно это как бы даже в абстрактном виде о любви. Да, если идет какой-то быстрый динамичная часть, то это более игровая. То есть вот я все равно требуюсь от артистов, чтобы они сами придумали какой-то диалог внутри, чтобы они придали именно настроение музыки. Потому что у нас реальная сцена, она живая, реально, там все произведения реальные. Будет играть Евгений Михайлов, потрясающий пианист. Я очень рад, что он согласился, поэтому он будет прям на сцене рядом вместе с артистами. Костюмы, они там связаны все с музыкой, все в черно-белом, вообще там весь оформление сцены, как будто клавиши рояля, вот, и костюмы соответственно, черно-белые, и, ну вот опять же, да, вроде простые, но модные, элегантные, в каком-то плане минимальные, но вот я думаю, что очень эффектно будет. Да, у меня художник по костюму для этого балета моя девушка, моя партнерша в жизни и на сцене, Мана Кувабара, солистка театра. Она во время пандемии начала шить своей одеждой, ну, купальники балетные, юбки и так далее. Вот она уже и продает здесь девушкам в театре. Она уже несколько номеров, просто концертные, она что-то придумала, костюмы для меня. А вот в этот раз я ей дал доверие вот с костюмами. Ну, подсказал примерно, что я бы хотел, и она вот эскизы сделала и, в общем, работала с нашими пошивскими цехами. В общем, художник по костюму — это вот она в этом балете. Нет, от Нуреева абсолютно ничего нет. Нет, повторяться нельзя, потому что он был уникальный танцовщик и хореограф, который он танцевал, ставил как раз как он чувствовал. А я то же самое делаю, мы все то же самое делаем. Сам факт, что я что-то новое ставлю, наверное, это уже не намек Нурееву, потому что он всегда как-то поддерживал новые постановки, он всегда сам пытался идти вперед в этом искусстве, поэтому я считаю, что это очень важно для Нуреевского фестиваля, чтобы всегда что-то новое было. На себе легче ставить, естественно, потому что я знаю, на что я способен, и, как бы, естественно, свою хореографию всегда будет себе подходить, как бы. Но зато, когда я танцую, больше давления. Наверное, я на себе ставлю, как бы, больше давлю на себя, потому что, как бы, танцую свою хореографию, вот, нельзя себя подвести. То есть я должен танцевать четко в голове. Но мне кажется, вот уже со временем мне больше и больше нравится с другими артистами работать, чем ставить на себе. Потому что, опять же, каждый артист другой, разный, уникальный, индивидуальный. И я как-то вот получаю энергию от них. И мне кажется, уже начал как-то свои постановки лучше на других, чем на себя, потому что, опять же, я как бы от них получаю энергию. Вот.
Ну, естественно, придется больше времени, больше сил отдать, когда ты на других ставишь, потому что я же знаю сам в голове, что я хочу, а им надо объяснить и работать, и все, потому что не каждый сразу ловит именно, что ты хочешь от них. И каждому артисту надо выбрать подход. То есть вот какие-то артисты очень быстро хватит хореографию, ловят хореографию, с ними меньше надо работать, то есть с ними можно спокойнее работать, потому что знаешь, что они будут выполнять задачу. А с другими надо как-то вот построже быть, может быть, даже вот с молодыми артистами тоже надо больше толкать, чем с опытными, потому что как бы вот у них первый опыт с такой хореографией, как бы, ну, вот у каждого разный подход, то есть мне вот очень интересно.